أذكر أني كنت صغيرا فرحا في الدنيا مسرورا. أذكر أني كنت صغيرا فرحا في الدنيا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا وثمرة فؤادنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Дорогие мои братья, мы здесь, в мечети, сегодня все собрались ради праздника мусульман. Каким является сегодняшний день праздником для мусульман? Сегодня пятница. Пятничный день является праздничным днем для мусульман, и Аллах Азза ва Джалля и посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям для нас, для уммата Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям, месяце 4 раза делали праздник пятничный намаз. Посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям говорит: «Яумуль джум'ати саййидуль айям, ва хуа а'зам инда Аллахи мин идил фитри ва идил адха». Пятничный день является господином всех дней. Он величественнее и почтеннее возле Аллаха даже чем Ураза байрам и чем Курбан байрам. Альхамдулилля. Поэтому мы все сегодня собрались праздничный день в доме Аллаха, чтобы упоминать Аллаха, получить от Аллаха рахмат и милость, и, совершив предписанный фарз джума намаз, покинуть мечеть с прощенными, очищенными грехами. Всевышний Аллах Азза ва Джалля предписал для уммата Мухаммада саллаллаху алейхи вассаляма пятничный намаз делал фарзом. И аят, который говорит, что пятничный намаз является для нас обязательным, не желательным, а обязательным. Каждый, кто себя считает мусульманином, он обязан пятничный день приходить на пятничный намаз. Тот, кто пропускает пятничный намаз, он совершает большой грех. Потому что он не выполняет фарзу айн. Если, конечно, у него нет уважительных причин. Об уважительных причинах мы расскажем позже. Всевышний Аллах говорит: «Бисмиллахи рахмани рахим. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون». Всевышний Аллах говорит: Азза ва Джалля: «О те, которые уверовали». Это большие слова. О те, которые что сделали? Уверовали. О тот, у которого есть иман. Тот, кто уверовал, что Аллах Азза ва Джалля един. Тот, кто уверовал, что наступит судный день, где Всевышний Аллах будет вести отчет, хисаб, суал. Тот, кто уверовал в миссию, пророческую миссию посланника Аллаха саллаллаху алейхи вассалям. Аллах обращается к нам и говорит: о те, которые уверовали. «Иза нудия лиссалати мин яумил джум'a», когда вы услышите призыв на пятничный намаз, пятничный день, что вы должны сделать? Аллах говорит Азза ва Джалля: «Фас'ау иля зикриллах». Вы устремляйтесь, спешите упоминать Аллаха. Вы спешите совершить пятничный намаз. Аллах в продолжении Азза ва Джалля говорит: «Вазаруль байя». И вы оставьте ваши торговли. Почему Аллах Азза ва Джалля сказал ваши торговли? А что, другие работы можно не оставить? Почему именно торговлю Аллах выделил? Потому что большинство, чем занимаются люди, является торговлей. Когда то, что занимаются люди большинством торговлей, должны они оставить пятничный день. Когда слышат пятничный азан,
оставить другую работу более достойной, потому что Аллах упомянул то, что большинство чем занимаются люди. Аллах говорит: «Вазаруль бая», оставьте все ваши занятия. «Заликум хайрун лякум», оставить все ваши занятия, все ваши работы, пятничный день, пойти на пятничный намаз, это лучше для вас, если вы осознаете важность этого, если вы являетесь из тех, кто знает это, осознает это, для вас это лучше, говорит Аллах Азза ва Джалля. Поэтому, дорогие мои братья, мы сегодня здесь пришли, чтобы получить самое лучшее для нас, получить довольствие Аллаха и избавиться от гнева Всевышнего Аллаха. وأخرج القضاعي وابن عساكر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجمعة حج الفقراء. Посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям сказал: пятничный намаз является хаджем малоимущих людей. У которого нету поехать в хадж, у кого нету 100 тысяч, 200 тысяч рублей, чтобы совершать хадж, для него хаджем является, говорит пророк, алейхиссалату вассалям, пятничный намаз. Имеется в виду, для факиров, мискинов, которые не могут совершать хадж, они получают воздаяние хаджа, значит, имеется в виду, совершают джума намаз. Но это не означает, что они от фарса хаджа избавляются. Нет, Аллах им такое воздаяние дает, если они пойдут на пятничный день на пятничный намаз. Имам Шафи'и приводит от Са'д ибн Убада, радийаллаху анху, хадис посланника Аллаха саллаллаху алейхи вассалям: «Саййиду аль-айям инда Аллахи яум аль-джум'a, ва хуа а'заму мин яум аль-нахри ва яум аль-фитр, ва фихи хамсу хисалин, فيه خلق الله آدم وفيه أهبط من الجنة إلى الأرض وفيه توفي وفيه ساعة لا يسأل العبد فيها شيئا إلا أعطاه إياه ما لم يسأل إثما أو قطيعة رحم وفيه تقوم الساعة وما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ولا ريح ولا جبل ولا حجر إلا وهو مشفق من يوم الجمعة». Посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям о важности пятничного дня говорит: пятничный день является, говорит, господином всех дней. Он почтеннее возле Аллаха, даже чем Курбан Байрам, даже чем Ораза Байрам. В пятничном дне, говорит, 5 происшествий, 5 случаев, говорит, произошло. Первое, Аллах сотворил нашего отца, пророка Адама, алейхиссалам, Аллах сотворил пятничный день. Аллах пророка Адама, алейхиссалам, с рая спустил на землю именно в пятничный день. Именно в пятничный день Адам, алейхиссалам, покинул дунья, перешел ахират. Пятничный день есть, говорит, час, если человек будет просить у Аллаха, будет делать дуа, и если его дуа совпадает с этим часом, Аллах непременно ему отвечает на его дуа, который он просит. Если, говорит, он не просит что-то грешное, если он не просит порвать какие-то отношения с своими близкими родственниками и так далее, если он не просит, значит, греховное, Аллах на его дуа отвечает. Нет, говорит, ни одного ангела на небесах и на земле, приближенного к Всевышнему Аллаху, кроме как все ангелы. Даже ветер, даже горы, даже камни, они проявляют уважение к пятничному. Ангелы, ветер, камни, горы, все они проявляют уважение к пятничному дню. Имам Муслим и Абу Давуд приводят от Аби Муса аль-Аш'ари. Они слышали, как говорил посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям: «Инна са'ата аль-иджабати ма байна ан яджлиса аль-имаму иля ан туқла ас-салах». Время, в котором Аллах, говорит, отвечает на ваши дуа, это то время, когда имам садится для хутба, и пока не завершается пятничный намаз. Вот это промежуток времени, говорит, то время, которое, говорит, Аллах отвечает на ваши дуа, сказал посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям.
И есть также другие хадисы, что Аллаху Та'ала в течение пятничного дня этот час, говорит, скрыл, чтобы мы весь пятничный день провели служение к Всевышнему Аллаху. Есть особенные превосходства для тех людей, которые умирают в пятничный день. Если они умерли с иманом, для них есть особенные превосходства и привилегии в пятничный день. Приводится хадис у имама Ахмада и Тирмиди от Ибн Амра, радияллаху анху: «Ма мин муслими ямуту явмаль джум'ати илля вакаху Аллаху Та'аля фитнат аль-кабр». Тот мусульманин, который умирает в пятничный день, Аллах, говорит, его спасает от могильной смуты. От могильных трудностей, говорит, Аллаху Та'ала, смуты могилы, говорит, Аллах его спасает, если он умрет в пятничный день. Это касается кому? Тот, кто умер, будучи мусульманином с иманом. Вот им это пятничный день помогает. Мы знаем, пятничный день умирает много кафиров, много грешников, много не мусульман тоже умирает. Что для них тоже бывает? Нет, не бывает. Кому это бывает? Тот, кто умирает с иманом. Имам Табарани, рахимахуллах, приводит хадис посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, от Аби Саида, радияллаху анху, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Инна Аллаха катаба алейкум аль-джум'ата фи маками хада, фи са'ати хадихи, фи шахри хада, фи ами хада, иля яум аль-қияма. من تركها بغير عذر مع إمام عادل أو إمام جائر فلا جمع له شمله ولا بورك له في أمره ألا ولا صلاة له ألا ولا حج له ألا ولا بر له ألا ولا صدقة له». Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, когда Всевышний Аллах ему сделал обязательным джума намаз и сделал джума намаз обязательным для уммата, пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: Аллах азза ва джалля сделал фарзом для вас джума намаз в этом моем месте. В этом месяце, в этом году, на этом месте Аллах для вас сделал фарзом джума намаз. До наступления судного дня. И тот человек, который пропустит джума намаз без уважительной причины, вместе справедливым имамом ли будет он совершать намаз, или будет совершать намаз за несправедливым имамом, разницы нет. Если, говорит, он пропустит джума намаз, то в этом случае, говорит, Аллаху Та'ала никогда, говорит, не поможет ему в его делах. Он будет рассеянным, ничего у него не будет получаться. Аллах не даст бараката его жизни и в его делах. У него, говорит, полноценного намаза не будет, у него полноценного хаджа не будет, у него полноценных благих деяний не будет, потому что они не будут полноценными, не будут приняты. И также, говорит, у него даже полноценный садака не будет, если он без причины будет пропускать джума намаз. Хоть нравится ему имам, хоть не нравится ему имам. Некоторые говорят, там вот имам такой-то, такой-то, значит, рибат, бухтан слушает и говорят, что поэтому мечеть не идут. Хоть имам хороший, плохой, обязан ты совершать джума намаз, а если ты истинный мусульманин и ты видишь ошибки, значит, твоего брата мусульманина имама, ты приходи, поправь его, скажи, вот такой хадис, аят, значит, ты ошибаешься, поправь. Но пропускать джума намаз, потому что кто-то тебе нравится или кто-то тебе не нравится, по этой причине, дорогие братья, пропускать джума намаз является для нас харам. Также есть уважительные, значит, этика, адабы, посвященные пятничному дню. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: «Ман тавалда'a», приводит хадис Абу Хурайрат. Этот хадис приводит также, подтверждает его имам Ахмад, имам Муслим, Тирмиди и другие имамы. «Ман тавалда'a явма аль-джум'ати, фа'ахсана аль-вуду'a, thumма ата аль-джум'ата, вастама'a ва ансата, غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة 3 أيام ومن مس الحصى فقد لغى».